В эфире новости экономики на Якутия-24 в студии Нюргуяна Иванова. Дни Дальнего Востока проходят в Москве. В рамках фестиваля Якутия подписала ряд соглашений. Так, два промышленных гиганта компании «Полюс» и «Алроса» подписали с Якутией соглашение, которое связано с планами «Полюса» по разработке расположенных в Иркутской области месторождений Сухой Лог и Чертова Корыта. Реализация этих проектов потребует соответствующего развития электроэнергетической инфраструктуры. Одновременно «Алроса» планирует дальнейшее развитие среднебатуабинского нефтегазоконденсатного месторождения и своих гидрогенерирующих активов. Якутия заинтересована в развитии энергетической отрасли, продолжении социально-экономического развития региона, включая газификацию населенных пунктов, а также в дополнительном снижении темпов роста тарифов на электроэнергию. Вопрос идет о том, что была создана рабочая группа и изучен вопрос о возможности, скажем так, транзита электроэнергии с Западной Якутии на север Иркутской области. В том числе при необходимости рассматривается вопрос о строительстве новой электростанции, которая будет работать на газе с месторождения «Алроса» газа. Здесь может сложиться интересная конструкция, при которой помимо, собственно, бизнес-отношений могут родиться еще и дополнительно быть изучены вопрос с точки зрения энергобезопасности нашего северо-западного промышленного района в Якутии, дополнительно газификация ряда населенных пунктов. Поэтому сейчас все вместе мы это будем обсуждать с нашими коллегами. Появление дополнительной мощности, дополнительной генерации, которая сможет разблокировать освоение этих территорий и развитие добывающей промышленности в этом районе, конечно, будет большим шагом вперед. Порядка 2000 рабочих мест создаст в Якутии компания «Полиметалл». Отмечается, что приоритет будет дан местным жителям. Соглашение о сотрудничестве в целях долгосрочного социально-экономического развития республики подписали глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор компании «Полиметалл» Виталий Несис. Для акционерного общества «Полиметалл» это прежде всего стабильность правил игры, предсказуемость целей и задач как со стороны компании, так и со стороны республики и, конечно же, общий контур дальнейшего взаимодействия между государством в лице правительства Республики Саха-Якутия и частным инвестором в лице «Полиметалла». А вот Министерство предпринимательства, торговли и туризма Якутии совместно с туристической компанией «Колмар-Тур» будут добиваться снижения цен на авиасообщение, развития инфраструктуры и создания гостиничного сервиса. Все это стало возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве по развитию туризма в регионе. Да, нужно дорабатывать многие вопросы, которые я поднимала, в том числе и создание комфортной цены для авиасообщения, перелетов, чтобы это стало доступно людям. Это создание сервиса достойного и строительство площадок хороших гостиниц. Потому что кто-то хочет жить в Урасе, а кто-то хочет жить в гостинице. Поэтому вот как раз это нам позволяет соглашение объединить наши усилия и совместно с органами региональной власти развивать, в том числе вот всю инфраструктуру, все направления туризма. Еще один документ о сотрудничестве был подписан с Дипломатической академией Министерства иностранных дел Российской Федерации. Стороны договорились о содействии деятельности клубов юных дипломатов, действующих и создаваемых в Якутии, в том числе участию представителей Академии в тематических мероприятиях клубов международных программ «Дети послы мира». Помимо прочего, будет продолжаться сотрудничество по линии республиканского конкурса среди учащихся «Будущий дипломат», который ежегодно дарит возможность школьникам из Якутии выиграть обучение в дипломатической академии по программе бакалавриата. Мы надеемся, наша дружба, сотрудничество будут расцветать и дальше. Мы очень гордимся этим сотрудничеством. Нам очень приятно сотрудничать с Якутией, потому что у вас потрясающие студенты, потрясающие профессора. И вот наши лекторы ездят в Якутию и говорят, не столько мы узнаем что-то, вернее, не только они от нас узнают, а больше мы от них узнаем. Ну и вот будем сотрудничать дальше. Это и наука, и образование, и молодые люди, и профессура, конференции, и все. И у нас это, безусловно, получится, потому что это мы не сегодня начинаем это сотрудничество.
Якутия также намерена расширять сотрудничество с финансовым университетом при правительстве Российской Федерации. Университет будет оказывать содействие региону в кадровом и научном сопровождении инвестиционных проектов, участвовать в профориентационной работе среди выпускников школ и отборе ее для зачисления в университет. Наше взаимодействие, оно должно привести к дальнейшему росту, повышению качества в сфере образования, развитию новых образовательных программ, привлечению в соответствии с этим инвестиций в Якутию. И я надеюсь, что только первый шаг подписания соглашения. В дальнейшем мы, конечно, будем работать очень активно. Глава определил некоторые уже цели, задачи, в том числе повышение квалификации людей пенсионного возраста, государственных, муниципальных служащих. И мы готовы в этих сферах взаимодействовать. Якутия к 2032 году должна стать лидером по человеческому капиталу не только на Дальнем Востоке, но и по России в целом. Способами достижения этого лидерства являются добыча природных ископаемых, продвижение IT-сферы. Об этом на Днях Дальнего Востока в Москве сказал премьер-министр Якутии Владимир Солодов. Образование должно учитывать этот фактор, и одним из приоритетов мы считаем вовлечение максимального количества местных кадров в новые проекты по освоению природных ископаемых. Мы продвигаем целый ряд инициатив усиления подготовки в нашем ведущем вузе, Северо-Восточном федеральном университете. Работаем над развитием дальнейшего кластера в городе Мирном, а также обсуждаем создание кластера образования по нефтегазу в Мирнинском районе республики, сказал он. Еще одним важным этапом премьер-министр считает создание на основе базовых отраслей новой несырьевой экономики, которая должна быть основана на конкурентоспособном в мировом масштабе продукте, на креативных индустриях, информационных технологиях и экспорте. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.